Хәерле көн, кадерле дуслар, ололар һәм балалар. Добрый день, дорогие друзья, взрослые и дети. Перед началом программы нашей сегодняшней встречи я напомню, что каждый народ имеет богатую накопленную веками культуру. Это вы прекрасно знаете. Основой же этой культуры является язык. Ведь недаром говорят, что язык – это душа народа. Татарам, проживающим в различных регионах России, не хватает среды общения. Многое зависит от общения в семье. Но и семье для дополнительной мотивации полезно выйти в более широкий круг общения, где было бы интересно и детям, и взрослым. Эту функцию как раз и может выполнить хорошо организованный семейный клуб, в котором можно учить родной язык и петь песни, развивать творческое воображение, познавать историю народа и, наконец, просто ближе узнать друг друга. Пусть же мотивацией для успешных встреч семейного клуба станут строки из стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тель». И туган тель, и матур тель, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әткәм хикаят сөйләгән. Родной язык, святой язык, отца и матери язык. Целый мир в твоем богатстве я постиг. Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать, а сказки бабушки потом я научился понимать. А сейчас я эстафету передаю выпускнику Татарского государственного педагогического университета Ландыш Рамсдорф Мухамадиевой. Добрый день, с вами Ландыш, и сегодня мы с вами поговорим о том, как проходят уроки татарского языка в нашем семейном татарском клубе в городе Дубна. Для начала хочется сказать, что татарский язык является родным языком для наших предков, для наших бабушек и дедушек, для наших родителей. Ну и, собственно, для меня татарский – это мой родной язык. И в моей семье мы разговариваем на татарском языке с родителями, с моими родственниками. И так как мы живем далеко от Татарстана, и у нас в Дубне нет языковой среды, то есть наши дети, они не окружены татарским языком, как хотелось бы. Но тем не менее, я считаю, что очень важно прививать любовь к родному языку. Более того, необходимо прививать любовь к традициям нашего народа, к праздникам, научить детей жить в гармонии с собой, со своими традициями, и жить в гармонии с другими народами, дружить, обмениваться опытом, культурным наследием. Что же хочется сказать касательно самих уроков в нашем центре? За основу мы берем два пособия, вот одно из них и Тугантель, и Матуртель. О родной язык, о красивый язык. Краткий сборник для родителей на татарском языке. Также у нас есть вот такой учебник с диском Татартеле Кумелемтеле, выпущенный в Республике Татарстан, в городе Казань. Как я уже сказала, очень сложно, когда нет языковой среды и когда ребенок не изучает родной язык, татарский язык как родной, с самого рождения. Поэтому важно, чтобы ребенок слышал и знал язык с рождения. От первого слова «казам», «улам», обращенного к младенцу, и первого слова ребенка «эни», «эди», обращенного к родителям, и так далее. Но, несмотря на то, что мы живем не в языковой среде, мы можем создать какие-то условия, чтобы дети где-то могли услышать речь, запоминать какие-то простейшие слова, фразы, которые мы произносим каждый день, такие как «Здравствуйте», «Добрый день», «Доброе утро», «Как дела?», «Какая погода?».
Ну и непосредственно фразы, касающиеся быта, такие как «подай, пожалуйста, мне мяч», «где твоя красная футболка», ну и так далее. Что же мы можем сделать для того, чтобы повышать уровень языка? Мы можем начать с себя, со взрослых, и мы можем начать с самого простого, с просмотра фильмов, сериалов на татарском языке в интернете. Мы можем слушать татарское радио, читать татарские книги. Они сейчас есть в свободном доступе. И в интернете можно купить и печатную книгу. Что касательно детей. Дети, например, любят смотреть мультфильмы. Можно включать и мультфильмы, ставить на паузу, например, и объяснять непонятные слова, выражения или какие-то непонятные моменты. Мультфильмов тоже очень много. На сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан вы можете найти переводы мультипликационных фильмов «Союз мультфильм. Татарский язык». Далее просмотр телепередач. Одна из наиболее продуктивных форм работы с детьми – это кукольный театр. Это мы тоже применяем на наших уроках, стараемся применять. Например, у нас есть вот такие куклы, надевающиеся на руку, и мы тоже привлекаем их в наши уроки. Например, вот этот розовый слоник у нас появляется на наших занятиях. Мин шундый матур, шундый алсу. Исәнмесез, дуслар? Әйдәгез без сүзне белән уйнап алыйк әле әзрәк кенә. Детям нравится такой формат, и они с удовольствием включаются в игру. Например, если мы проходим на уроке какую-то тему, то ее в конце мы можем закрепить с помощью каких-то игр. Например, давайте взглянем на фрукты, овощи. Жилек жемешлер. Олма – яблоко, эфлисун – апельсин, банан – банан, шия – вишня, юзюм – изюм, груша – армуд, корбыз – арбуз, шафталу – персик, кавун – дыня, слива, кора жемеш – слива. Как уже понятно. Для начала мы можем прочитать какие-то диалоги и послушать, как у нас встречается в речи та или иная тема, которую мы проходим. Скажем, тема жилек жемешлер, овощи, фрукты, ягоды, они перекликаются с темой магазин. Поэтому, например, мы можем найти в этом зеленом учебнике несколько заданий. Тыңлағыз, қабатлағыз һәм укығыз. Прослушайте, повторите и прочитайте. Гафу итегез, якын тирәдә ашамлыклар кибете бармы? Извините, поблизости есть продуктовый магазин? Әйе, бар. Супермаркет әнә теге йортта урнашкан? Да, есть. Супермаркет расположен вон в том доме. Миңа 1 кило кыяр үлчәгез әле. Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм огурцов. И так далее. Сначала мы читаем, разбираем, обговариваем непонятные фразы, слова. Далее мы переходим к аудированию, слушаем небольшой текст, пытаемся понять, ответить на вопросы. Тыңлағыз, укығыз һәм сорауларга җавап бирегез. Кичә кичен без әнием белән ашамлыклар кибетенә кердек. Йортыбыздан ерак түгел генә яңа супермаркет ачылды. Аның беренче катында ашамлыклар саталар. Анда төрле бүлекләр бар. Ит бүлеге, балык бүлеге, икмәк бүлеге һәм ярмалар бүлеге, сөт ризыклары бүлеге, эчемлекләр бүлеге, яшел шешә һәм җиләк-җимеш бүлеге һәм башкалар. Анда без кара икмәк, 1 литр сөт, 1 пакет каймак, чәй сатып алдык. Сатучы апа безгә ярты килограмм кыяр, кило ярым помидор һәм 1 баш кәбестә дә үлчәде. Аннары без балык бүлегенә кердек
һәм кызыл балык сатып алдык. Сораулар. Сез ашамлыклар кибетенә көн саен йөрисезме? Гадәттә сез кибеттә нәрсәләр сатып аласыз? Кешеләр кибеттә күбрәк нәрсәләр сатып алалар? Сез нәрсә ашарга яратасыз? Дети включаются в диалог и пытаются ответить на вопросы, используя ту лексику, которую мы прошли ранее, на тему продукты, магазины. Также мы разбираем фразы, например, ярты кило, полкило, полкилограмма, бір бош кәбесте, качан капусты. То есть борщ это у нас здесь выступает как качан, а также борщ это у нас еще голова. Бәя цена, үлчәргә взвешивать, түләргә платить, сотарга продавать, сотып алырга покупать, сум рубль, тиен копейка. Также мы можем поиграть какие-нибудь игры, чтобы закрепить тему. Тем более, если детки подустали, лучше ничего нового не брать, а просто закрепить пройденную тему. И на следующих занятиях разыгрывать небольшие диалоги или просто задавать детям вопросы, чтобы освежить предыдущую лексику. Давайте я вам расскажу про игру «Истяколдыр». Запомни. Наша цель – активизация словаря по теме овощи. Яшелчәләрнең исемнәрен дөрес әйтергә өйрәтү. Развитие наблюдательности, внимания, памяти. Балаларда күзәтүчәнлек, игътибарлылык тәрбияләү, хәтер сәләтен үстерү. Например, мы можем взять корзинку и детские игрушки и сыграть в такую игру. Я спрашиваю, в зеленой корзине что есть? Яшель корзиндә нәрсә бар? И дети по одному отвечают, что есть в корзине. Например, 4 кишер, 2 шалкан, 1 алма. В красной корзине что есть? Кызыл корзиндә нәрсә бар? 1 суган, 1 кыяр, 1 кәбестә. В белой корзине что есть? Ок корзиндә нәрсә бар? 2 алма, 3 суган, 2 кәбестә. Дети отворачиваются, балалар буралар. Кызыл корзиндә нәрсә бар әле? В красной корзине что у нас лежит? 1 суган, 1 кыяр, 2 кәбестә. И так далее. Детям тоже нравится играть такого формата. Вот здесь, например, конкретно, мы можем также закрепить тему цвета. Яшель корзин, кызыл корзин, зеленая корзинка, красная корзинка и так далее. Таких игр у нас тоже очень много. Дети, особенно дошкольного возраста, они любят такой формат, и им это легче дается запоминать все в форме игры. Поэтому игры, игрушки – это наше все. А для детей постарше мы можем уже с ними взять грамматику татарского языка, обратить внимание на глаголы, на деепричастные обороты и на прочие темы, которые посложнее непосредственно для школьников. И домашним заданием может быть описать, что есть на столе у каждого, что есть у каждого в холодильнике. Татарский язык мы вспомнили. А теперь давайте споем. Продолжит встречу Зейналова Ильнара, музыкальный руководитель и композитор. Здравствуйте! Меня зовут Зейналова Ильнара Фанилевна, и сегодня я представляю вам практическое музыкальное занятие в рамках проекта «Через создание семейных клубов к сохранению татарской культуры». Народная музыка – это отражение культуры народа, его обычаев и традиций. Знакомство с музыкой у ребенка начинается в раннем детстве, в семье, когда мама
поет ему первые колыбельные песни, когда вся семья собирается и поет песни за круглым столом. Вместе с песней ребенок впитывает дух национальной культуры. В нем пробуждается любовь к своим родным, к окружающему миру. Поэтому планомерное изучение и исполнение красивых песен – это тоже путь к культурному развитию ребенка. А когда эти занятия проходят совместно с родителями и с участием других семей, это уже создает благоприятную эмоциональную среду и способствует поддержке положительного эмоционального настроя у всех участников. Мы надеемся, что сегодняшнее практическое занятие обязательно вам пригодится в изучении методического сборника. Данный методический материал предназначен для разучивания песен с детьми и взрослыми дома. В песнях представлены традиции татарской народной музыки, а именно повторность мелодических оборотов и текстов, так знакомая нам и любимая пентатоника. Это отсутствие полутонов, а значит абсолютно естественная для ребенка мелодическая линия, которая удобна для исполнения и запоминания. Если музыкальный материал покажется для вас сложным для воспроизведения, вы можете его просто послушать. Музыкальный материал, который я для вас подготовила, он упрощена фактура, чтобы не было никаких нагромождений музыкальной ткани. Мелодия дублируется, чтобы вы могли услышать, пропеть эту мелодию. Я рекомендую, прежде чем вы начнете знакомиться с песнями, познакомиться с текстом, прочитать его внимательно, перевести, если непонятны какие-то слова, послушать музыкальное сопровождение, послушать характер, определить со своим ребенком или со своими детьми, а потом уже совместить музыку и текст, попробовать спеть. Если у вас все будет получаться хорошо, то впоследствии дети уже без музыкального сопровождения смогут спеть эти произведения акапелла, и это будет новой ступенью развития ваших детей. Сейчас я вам предлагаю послушать фрагмент произведения, который называется «Жайря-жай». Автор мелодии Фарида Каримуллина, автор слов Роберт Миннуллин. Только через прослушивание этой музыки вам станет близка татарская культура, ее особенность мелодики. Простая мелодическая линия запоминается на слух. А сейчас я для вас исполню песню, которая называется «Икмя Кадыря». Так, ошиблась. Жайря-жай не то включила. Это песенка о лете. Она нежная, приятная. Ее приятно просто послушать. А если вы ее выучите и споете, это будет еще интереснее. А сейчас я вам предлагаю вместе со мной послушать и исполнить песню, которая называется «Икмя Кадыря». Автор мелодии Карам Илиуллин, автор слов Фаузия Рахимгулова. Ашыгып
қайтсам үйіме, орып ашығып қайтсам үйіме, икмәк пішті deyip, икмәк пішті deyip, икмәк пішті deyip, сіңлім сүйіне, икмәк пішті deyip, икмәк пішті deyip, икмәк пішті deyip, сіңлім сүйіне. Әни қойырып тілді бір тілім, әни қойырып тілді бір тілім, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, йотмадым тілім, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, иқтәмлі шоқ-шоқ, йотмадым тілім. Тамағым тойғаш, ойнап күләм мин. Тамағым тойғаш, ойнап күләм мин. Икмәк қадерен, икмәк қадерен, икмәк қадерен, бик нык беләм мин. Икмәк қадерен, икмәк қадерен, икмәк қадерен, бик нык беләм мин. Эта песня о хлебе. Мы здесь воспитываем не только татарскую культуру, но и уважительное отношение к хлебу. А следующая песня понравится самым маленьким ребятам. Называется она «Моя кукла». По-татарски будет «Куршагам». Мелодию написала Фарида Каримуллина, а слова Резида Валиева. Куршағыма не болған, көзлеріне еш толған, көрші менің нәнием, бишігінен йығылған, көрші менің нәнием, бишігінен йығылған. Куршағымны алдым мен, құшағыма салдым мен, дәва еттім, иметтім, әдегенше тірілттім, дәва еттім, иметтім, әдегенше тірілттім. Yılma indi nəniyim, minəm matur bəbiyim. Yılma yuğam sağınğan, sinən nəni əniyim. Yılma yuğam sağınğan, sinən nəni əniyim. В этой песне нет мелизмов, нет распевок, которые для маленьких детей пока еще сложны, поэтому самые маленькие детки могут ее уже исполнять. И последняя песня, которую я вам сегодня предложу, называется «Кыш-бабай», Дед Мороз. Она короткая и очень легкая. Послушайте сначала мелодию.
как будто Дедушка Мороз идет. В этой песне всего 2 куплета. Эй, кыш бабай, безгә якын дус бабай, көтеп алдык без сине, күңелләргә хуш бабай. Ак туныңны кигәнсең, безне котлап килгәнсең, сине көтеп торганны әллә кайдан белгәнсең. Давайте вместе ее споем. Эй, кыш бабай, безгә якын кыш бабай, көтеп алдык без сине, күңелләргә хуш бабай. Ак туныңны кигәнсең, безне котлап килгәнсең, сине көтеп торганны әллә кайда белгәнсең. А с остальными песенками вы можете познакомиться в нашем сборнике. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Мы все вдохновились, и сейчас детей приглашаем на мастер-класс, который организует Надежда Кулагина, Касфразиева, выпускник университета Дубна. А со взрослыми уже побеседуем по одной из тем из истории татарского народа. Тут. Сейчас, подожди. Все, поехали. Включили? Так, сегодня мы будем делать мастер-класс, рисовать с помощью точечных росписей, вот, с помощью дольцев, палочек специальных, боксы и палочек специальных для точечной росписи. Будете раскрашивать сегодня в татарском стиле тюльпан рисовать, месяц звездой, вот такой типа. А Вероника будет у нас тюбетельку делать, разукрашивать, да, в татарском стиле. Вот. Крашить ты как маленькие ватными палочками, вот, проще всего, да, для скорости. Так, опускаем, почему в крышечках, чтобы глубоко не опускать, просто макаете и делаете точечки. С одного макания нужно 2-3 точечки сделать. Тебе зачем желтый? Тебе красный лучше, потому что у тебя же тюльпан. А желтый лучше самый, у него месяц. Вон у тебя желтый краска. Да? Месяц. Нет, не Вот. месяц. Да. Вот Ты это. же. Можно розовый? Да. Такой, просто возьми, чтобы тебе удобно было. Нет, И разукрашивай. Ну, лучше смотри, по наружке сделай такой поярче краски, а в центре можно оранжевый. я в центре. Давай, начинай с центра. Лучше всего рисовать акриловыми красками, потому что они быстрее высыхают, схватываются. И дети сами не мажутся, и работа уже к концу, когда они доделают, будет готова. Делай лучше на расстоянии, чтобы были видны отдельные точечки. Ничего страшного. Просто сильно не нажимайте, тогда не будут большими кляксами. Будут маленькие аккуратненькие точечки. Тебе не надо целиком сделать. Смотри, видишь? Здесь точечки на расстоянии друг от друга получаются. Я вот так. Контур обрисовать. Ну да, он Сделать так, чтобы другой был цвет. Просто берешь новую. А эту, смотри, кладешь на салфеточку, чтобы не испачкать. А вот это такой. Ты сама испачкаешься другим краешком. Лучше положи палочку. Верни. А потом высохнет. Ничего страшного. Берешь другой цвет, какой хочешь. Тебе это здесь зелененький, это Да, я лепесточек. хотела. Ну, в общем, ты вместе астробацапор сделала. Мама, сложнее. Ну, не так. Угу.
Нечаянно глубоко макнул. Ничего страшного. Делай дальше. Вероника, краска должна быть на салфеточке, а не палочка на салфеточке. А краска на столе. Надо работать аккуратно. Кстати, знаешь, чем он хорош, вот этот телефон? Он Windows. Мгм. К любому Компьютеру. этому компьютеру сочетается. Кирилл, не делай так прям друг на друга точечки, ты будешь делать до утра. Почему? Ну потому, смотри, у Саши уже весь месяц раскрашен. А ты будешь точку на точку наляпывать, это будет работа до утра. До утра? Быстрее, оперативнее. Вот возьми побольше дотс и все. Так, на дотсах, где точка стоит, с той Мама, стороны более звездочка. гладко. А ты мама. Ау. Звездочку. Сделаешь так, например. Возьми просто так же Мама, сделай. у меня красиво. Красиво. Ну ты, Саш, может не только желтеньким, а оранжевым, например, еще. Тоже красиво, видишь, какой? Или взять для интереса попробовать. Сейчас потолще. И им поделать. Ну, прикольно. Я хочу внутри. Да теперь как я... Ну, вот это положи на эту салфеточку. Ну, вот возьми, например, дотс и оранжевый. Знаешь, внутри я хочу. Хорошо. Ай, желтый. Вот, Не надо, положи эту палочку, я же сказала. Возьми новую. Палочка не смывается. Вот. Есть Ну, еще какая? одна сторона. Мам, прикольно? У меня тут как бы лепесточки. Печенье. Теперь какой нам цвет? Ну, вот оранжевый тебе, видишь, положи. Ну, я с одной стороны, другую вот эту. Так, сюда сильно. А куда? Чуть-чуть. Ну, внутри. Ой. Теперь это кисточка не вот так. Вот, а теперь где? А дальше в такие. А теперь можешь просто звездочки сделать. Мама, дальше вот такие. Возьми большой дотс и красный вокруг обведи. Вот. Берешь, вот, намокаешь, вот, делаешь большие пятнышки. Ну, вот так вот. Вдоль контура. Ты рукой держи листик. Кирилл, обычно с одного краски 1, 2, максимум 3 кружочка Смотри. получается. Дошел до цупа. Да. Вот смотри, видишь, как я цветочек сделала. Не надо так сильно нажимать. От нажима у тебя просто будет больше кляксы. И все. Где у меня еще одна палочка? Одна палочка очень. Еще надо? Вот возьми еще. Каким цветом хочешь? Мама, ну я использовала почему одну палочку? Ты меня спрашиваешь? Почему использовала эту палочку? Я заезжаю. Ай-яй-яй, я испачкала. Ничего страшного. Смотри, мама. Угу. Мама, я уже наружку взяла. Вот, а теперь будешь вляпываться, когда внутри будешь делать. Я говорю, надо сперва внутри сделать. Я же сказала, с месяца начнем. Каким лучше достать? Вот этим? Вот, тебе нравится. Либо.
А можно мне вместе взять тут в радуге? Можно, мам? Ты в татарском стиле делаешь. Там натурально цветок все. Так что желательно желтый. Да еще склеивать ее. Чё? О, Ира, не отвлекайся. Это своя работа. я вот так делаю. Давай. Я теперь такие. Я тут закрашу, знаешь, какие? Давай, не отвлекайся. Ты сперва это делай по контуру, а потом уже будешь там закрашивать. Давай. На других местах. Ну, ты звездочки вот так вот вешаешь по всему. Что, в одном месте уже будет только оранжевый, в другом месте только желтый. Ты хоть их рассредоточь как-то. Мама. У тебя в полосу-то звезды у нас не в полосу же. Так, рандомайзом потыкай. Все, вперед. Мама. Смотри, когда доску дорисовал, Мам. надо его обязательно вытереть, чтобы на нем краски не оставалось. Потому что он присохнет и все. Его как кисточку не надо в воде мыть, достаточно просто вытереть салфеточкой. Если он чистый, можно дальше рисовать. Как это теперь другой? Что будешь? Листики дотсом или палочкой? Я пальчик. Ну, по диаметру точно такой же, как палочка. Проще палочкой сделать. Смотри, мам. Ну, это красный. Мам. Угу. Я хотела лучше тоненький. Ты до утра будешь делать. Давай. Возьми палочку, вот зеленый цвет. Я листики хочу. Листики, да. Не тыкай только рядом, штука. Потому что тебя скоро на общем фоне неба не будет видно месяц. Во всем должна быть гармония. У Сынка нет. Слишком хорошо, значит тоже плохо. У Сынка нету гармонии. А у тебя? Мама, у него какая звездочка. Это же вот маленький. Ай. Ну возьми по краю кисточки, например. Всё. Так, сделала? Нет. Я не звезда. Ура, не надо. Мама, у меня нормально. Хорошо. А тебе что надо делать? Все, у тебя работа закончена. А ты не отвлекайся. Вот ты отвлекаешься на всех, у тебя меньше всего сделано. А я больше всех. Ну, просто сразу, знаешь, вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, да. А я тоже другие. О, ты тоже доделала. Почти. Синий можно? Тыкай, тыкай, не отвлекайся. Мама, это синий лет. Это фиолетовый. Это фиолетовый, синевый. Хочешь фон делать? Да. Давай себе возьми колпачок, чтобы удобнее было. А нельзя фон сделать. А ты какой фон хочешь? Синим тоже сделать небо? Ну, возьми тоже. Может, палочкой так и будешь. Нет. Вот, я среднюю поставлю, чтобы удобно было. Ну, делай такие. Вот тут, смотри, шарик побольше. От него прям точки будут мисипусенькие, на общем фоне будет незаметно. Лучше делать побольше шарик. Как у меня? Вот прям. Хочешь с вами такие? Нет. Сам делал такие. Вот такой. Давай делай. Ой. Оранжевый. Почему ты небо не сделала? Мама. В смысле, как я тебе должна была небо сделать? Нет, себе. Мне так нравится. А вот снег. У тебя как будто темно-синие звездочки. Ну тут надо меньше. Нет, вот.
Любым можно, каким хочешь, таким делай. Не двухсторонние, что ли? С одной стороны шарик побольше, с другой стороны шарик поменьше. Мам, я вот Чтобы так точки разные и были. делаю я вот такие, которые выгибаются. Там с промежутком по полмиллиметра, по-моему, идет. Чтобы точечки разные были. Ну, вообще вот дотсы это инструмент для нанесения лаковых рисунков. На ногтях делают. Понял. Ага. Точки, вот рисуют дотсами. Мне это понравилось. У них точечки получаются ровные. И поэтому можно для детей, для точечной росписи использовать. Мгм. Потому что точечные росписи обычно взрослые делают. Там оформляют расчески, Да, как ты всякие делала. визитницы и тому подобное. А детям сложно сделать ровные точечки. Ну да. Тоже они же могут достаточно сложно, да. Ну а взрослые обычно рисуют специальными контурными красками. Там надо прям потихонечку давить, чтобы точки были равномерные, прямо на расстоянии. Чтобы детям тоже освоить эту технику, я вот решила Мам, использовать Ну, дотсы и специальные вот палочки. так. Он предназначен только для этого, да? Вот то же самое. Для этой ногтевой работы, да? Дотсы. Да нет, это просто специализированно придумано изначально для них. Ага. Кирилл, это точно закрываешь. Делай с другой стороны. И точечки должны не находить друг на друга, а на расстоянии друг от друга быть. Это называется точечная роспись. Делай другой лепесток. Я делаю тут доцу. Другой лепесток раскрашивай. Мгм. Мама, я раскрашиваю доцу. Раскрашивай. Для этого и дано. Вот, мама, Ри, прикольно? Я его прям раскрасила доцу. Не забывай вытирать. Кирилл, держи рисунок. Где не будет прыгать. У меня вот так и с воздухом будет это самое, когда я катергу заправляю. Вот. Тоже эти самые салфетки и катергу заправляешь, и сам как первоклассник после рисования. Зато результат хороший. Зря не захватил тебя. Надо было показать. Сейчас это... Не замазюкай. Ну ты разукрасила, зачем? Да. Ты кляксу сделай. Отдай. Пусти. Не надо просто вдохнул и рисуешь. Не надо. Это не кисточка. Если там больше мазюкаешь, то больше краски здесь не будет. Будет более грязная работа. И все. Все, Вероник. Лучший враг хорошего. Ложи. Смотри. Это тюбетейка. Все загнутые части промазываешь клеем. Вот так склеиваешь. И так какой тут? Ну, вот такие прям. Давай уже такие. Уже делай тогда, как с той стороны делаю, чтобы одинаково было. Ну, не посередине, ведь надо по всей площади стараться, а не точечку намазюкать. Вот если что-то делаешь, то надо делать хорошо. Вот я сначала вот так. Конечно, понимаете. Ты сидишь, Мама, корпус, смотри. сам себе тень создаешь. Мам, смотри. Угу. О, у тебя прям звездное небо.
Красивая. Все по кругу, все? Да. Ну и кто выиграл, говорит, кто быстрее. Надо не быстрее, надо качественно. Я тут буду делать. Вот у нас получилась такая тюбетейка в татарском стиле. Поточечная роспись. Тубытейк. Все, мам? Да. Здесь Саша рисунок Мгм. тоже. Вместе со звездой. И Кирилл сделал тюльпан. Национальный татарский рисунок. Все, останавливать? А теперь вас ждет чаепитие с дегустацией вкусных национальных блюд. Рахим и Тегес.